Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Арифа Кабба. В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. В Женеве завершился 66-й раунд международных женевских дискуссий, посвященных вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Встреча, проходившая при участии представителей Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России, США, а также при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Евросоюза, в очередной раз продемонстрировала кардинальные расхождения в подходах сторон к существующему положению дел в регионе. Подробнее о том, как проходили дискуссии в Женеве, в интервью нашей передачи рассказал министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц. Смотрите интервью с ним. Несколько дней назад завершился 66-й раунд женевских дискуссий. Вы возглавляли нашу делегацию уже во второй раз. Вообще-то интересно, потому что обычно мы привыкли и часто это анонсируем и сообщаем в новостях, что чаще всего заместитель министра иностранных дел возглавлял эти наши делегации МИДовские. Как вам кажется, почему вы посчитали нужным возглавлять эти делегации, которые приезжают в Женеву и встречаются и с оппонентами с Грузии, и с сопредседателями? Ну, прежде всего, я хочу сказать о той практике, сложившейся уже достаточно длительное время назад. Всегда интересно видеть на этом формате, важном международном формате, людей, которые определяют действия, политику своих делегаций. И поэтому давным-давно сложилась такая практика. Наши министры иностранных дел нашей страны, они активно участвовали в женевских дискуссиях. Затем последовал определенный период, в течение которого министры не посещали Женеву. Я считаю, что наши действия совершенно оправданы. Такая же позиция у наших российских коллег. В Южной Осетии ситуация несколько иная. Там делегацию стабильно возглавляет государственный советник Константин Кочиев. Но это корифей переговорного процесса. Он практически во всех раундах принимал участие. Ну, мы совместно с нашими российскими коллегами избрали такую тактику, что делегации будут представлены на самом высоком уровне. Хочу сказать, что делегацию Российской Федерации возглавлял заместитель министра иностранных дел Михаил Юрьевич Галузин, опытнейший и профессиональный, компетентный дипломат с огромным опытом международных переговоров. Он, кстати, ведет переговоры и по взаимоотношениям с Украиной вот в нынешней острой фазе. Один из компетентнейших российских дипломатов. Ну, как известно, грузинскую делегацию уже традиционно возглавляет заместитель министра иностранных дел Дарсалия. Я считаю, что этот формат, женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, они, конечно, являются одной из самых важных международных площадок по вот таким конфликтным, по постконфликтной тематике, так скажем. Для нас, для страны, которая вовлечена в эти процессы, так называемой фокусной страны, это крайне важно. Женевский формат, площадка, где мы открыто, твердо, последовательно доносим свою позицию до международных посредников. Переговорный процесс самого высокого уровня со всеми вытекающими из этого последствиями. Это очень острая и всеобъемлющая дискуссия прежде всего. Это умение оперировать аргументами, это знание, хорошее знание исторической ретроспективы, это постоянное базирование на основополагающих документах и на массе других еще документов, которые сопутствовали вот этому процессу на разных исторических этапах, в разные исторические промежутки. Есть разные линии поведения, разные линии дискуссий. И, конечно, всеми этими приемами в полном объеме стараются воспользоваться
делегации и те, кто возглавляет эти делегации. В качестве примера приведу такую иллюстрацию. Например, грузинская сторона всегда настойчиво подчеркивает необходимость опираться, прислушиваться к мнению различных судов международных. Но для нас это, и также это и для российской стороны, это не является истиной в последней инстанции. Потому что сегодня, конечно, роль этих международных судебных инстанций, она здорово подмочила свою репутацию. Поэтому мы говорим о том, что есть и иные аргументы. В частности, все, что касается переговорного процесса по женевскому формату, есть и другие прецеденты. Есть, например, доклады авторитетных международных посредников, чиновников на тот период, которые давали совершенно иные оценки, нежели те, которые устраивают, допустим, в переговорном процессе грузинскую сторону. Это и известный, широко растиражированный доклад Хайде Тильявини, есть доклад Хаммерберга. Но, конечно, не всегда устраивает наших оппонентов апелляция к этим международным документам. Ну, мы придерживаемся своей логики. Эта логика находит все большее понимание в среде международных посредников, поскольку эти документы составляли довольно авторитетные в европейском и мировом масштабе чиновники и специалисты. Это я просто говорю к тому, чтобы понимали, насколько сложен и многогранен, и иногда носит очень острые формы тот политический диалог, который мы ведем вместе с нашими партнерами, оппонируя нашим оппонентам, которые пытаются представить ту или иную картину в своем ключе, в своем свете. Ну, я думаю, что много вопросов и к дискуссиям в том числе возникает, потому что, скажем так, широкому кругу читателей или наблюдателей обычно достается небольшая информация, которая вроде бы из раза в раз, от раунда к раунду, как будто бы не меняется. Очень часто женевские дискуссии попрекают в том, что они, условно говоря, как многие выражаются, закрыты. Да, закрыты, безрезультативны, часто это тоже можно слышать, но и как будто бы это не меняется со временем, и поэтому возникают вопросы, многие хотели бы знать какие-либо подробности того, что происходит там. Конечно, мы понимаем, что существуют какие-то дипломатические, скажем так, особенности, да, но все-таки, если говорить конкретно об этом раунде 66-м, каковы итоги, может быть, вы что-то можете сказать? Ну, прежде всего, я хочу разграничить закрытость и бесперспективность, безрезультативность. Это совершенно разные ипостаси. Да, женевский формат предполагает определенную консервацию всего того массива обсуждаемой информации, обсуждаемых вопросов и так далее. Это не значит, что там идут какие-то закулисные переговоры или договоренности. Вовсе нет, и этого невозможно даже представить по определению. Однако есть свои нюансы любого дипломатического переговорного процесса. Поэтому в стенографической форме давать отчет о проведении того или иного раунда, ожидать этого было бы наивным. Что касается результативности, не раз уже говорил на эту тему, и в том числе и в этой студии, альтернативы этому формату, к сожалению, пока что не предвидится. Уже не раз заявлял об этом и еще раз хочу подтвердить, что это единственная площадка такого уровня, когда делегации, согласно договорному формату, собираются во Дворце наций в Женеве, на площадке ООН и ведут диалог, но значение этого трудно переоценить, поскольку альтернативой этому является вообще отход от переговорного процесса. Кроме того, иногда слышу такие утверждения, что Абхазии надо выйти из женевских переговоров, однако уже также неоднократно говорил, да, это можно сделать в одностороннем порядке. Выиграем или проиграем от этого? Вот в чем вопрос. Однозначно проиграем, разумеется. Поскольку все наши вопросы и проблемы, нашу логику, наши утверждения, а мы готовимся всегда очень тщательно,
и свою позицию подаем аргументированно. Не эмоции, а факты сегодня существующей реальности. И тогда просто некому будет информировать мировую общественность, экспертное сообщество, чиновников в этих важных международных структурах о том, чем сегодня руководствуется Абхазия, ее политическое руководство, ее внешнеполитическое ведомство в своих утверждениях, в своей логике, в тех требованиях, которые мы выдвигаем, наконец, в международном формате. Они у нас есть, разумеется. Мы призываем всех наших партнеров по переговорному процессу исходить из реалий, сегодня сложившихся, из того статуса кво, который уже более 17 лет, уже почти 18 лет присутствует в регионе Южного Кавказа. Конечно, для того, чтобы внушить это своим оппонентам, и в том числе даже не оппонентам, а сопредседателям этих дискуссий, экспертному сообществу высокого уровня, нужно присутствие. Другой альтернативы не существует. Поэтому я с высокой степенью вероятности прогнозирую, что мы и дальше будем участвовать в этом процессе. Следующий раунд состоится в конце июня, начале июля этого года. И мы сегодня уже начинаем работу. Для чего? Для того, чтобы выглядеть очень аргументированными, очень серьезными и солидными. Что касается закрытости, что касается тех тем, которые обсуждаются на Женевской площадке. Ну, как вам уже известно, существуют две группы. Это уже давным-давно сложившаяся практика. Это, собственно, главная группа, где и происходит глобальная дискуссия на второй день женевских консультаций, женевских переговоров. Она призвана выработать всеобъемлющий, юридически обязывающий документ, соглашение о невозобновлении применения либо угрозы применения военной силы. Вот это, собственно, конечная цель. Вот это то, ради чего мы там аргументируем, спорим, дискутируем. Цель одна – сделать так, чтобы военная сила, либо угроза ее применения не фигурировали в возможном сценарии нашего всеобъемлющего политического урегулирования. Вторая группа, ее работа посвящена сотрудничеству, взаимодействию, так скажем, в большом спектре гуманитарных проблем и вопросов. Так называемая группа по гуманитарным вопросам. По гуманитарным вопросам, разумеется, не секрет, и мы все это знаем, и наши уважаемые телезрители также, что существует государственная граница между суверенным, независимым государством Республикой Абхазия и соседним государством Республикой Грузия. Это очень сложный организм, который постоянно находится в активной фазе. Огромное количество людей, и, кстати, мы это подчеркивали, и здесь нас удовлетворяет позиция международных сопредседателей, в частности, представитель ОБСЕ госпожа Бугани, Патрисия Бугани, она уже второй раз, при моем только присутствии, она дает оценку о том, что ситуация не ухудшается. При всем уважении к объективности международных чиновников мы понимаем, что когда говорят, что ситуация не ухудшается, когда дело касается абхазо-российских взаимоотношений, это значит, что с нашей стороны она здорово улучшается. Наши службы, наши специальные органы, наша инфраструктура приграничная, она направлена на то, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, граница состояла в надлежащем состоянии. Поэтому, когда грузинская сторона утверждает, что там на границе с Абхазией люди терпят лишения, неудобства и так далее, это не соответствует действительности. По оценкам сопредседателей, даже не по нашим оценкам, но они совпадают с нашим по численности, с нашим видением и с нашей информацией. Около 3000 человек ежесуточно, вдумайтесь в эти цифры, пересекает границу между двумя государствами. Если бы Абхазия не могла создать надлежащих условий
если бы там люди ощущали какие-то угрозы, какой-то глобальный дискомфорт, разве была бы такая активность гуманитарная, человеческая и иная? Разумеется, нет. Поэтому все эти утверждения, они очень легковесны. Настойчиво и активно поднимается вопрос различными сторонами о возобновлении Галлского МПРИ, то есть формата по предупреждению инцидентов. Но в этом аспекте у нас также позиция абсолютно непоколебимая. Мы пошли на очень конструктивный подход для того, чтобы этот важный достаточно и чувствительный формат вновь заработал. Как известно, работает формат МПРИ между Грузией и Южной Осетией. В нашем же случае из-за неконструктивной позиции грузинской стороны мы так и не можем возобновить этот формат, который в принципе решает различные вопросы, различные нюансы именно вот этого приграничного, постоянно действующего организма, создает большее удобство, можно более оперативно обсудить со своими оппонентами те или иные вопросы, которые возникают в приграничной, трансграничной зоне. Но, к сожалению, здесь грузинская сторона демонстрирует неконструктивный подход, в отличие от позиции абхазской дипломатии. А можно тут уточнить? Вот этот вопрос уже много раз поднимается про возобновление механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Из раза в раз мы уже много раз слышали на всяких раундах. Но непонятно, почему Грузия против. Она за на словах. Декларативно она за. Но она хочет соблюсти какие-то свои условия, которые для нас являются неприемлемыми. Это проезд на территорию Абхазии по специальным ID, по специальным удостоверениям, на что мы не можем пойти. Мы говорим, проезд кого, получается? Переговорщиков, членов этого формата, которые впоследствии должны будут с грузинской стороны участвовать. Мы говорим, что вы можете пересечь границу с Республикой Абхазия, вот участники, чиновники, члены делегаций, только по своим национальным паспортам. Для них этот формат неприемлем. Мы предлагали еще некоторые консенсусные, компромиссные решения. Однако они собираются продвигать свою точку зрения. Поэтому наш конструктивный подход и остается пока что не реализованным, не востребованным. Ну, инициаторы, как правило, это международные организации и грузинская делегация. На что мы совершенно справедливо им отвечаем, что это наша страна и наши правила. Мы их устанавливаем. Ну, кроме того, конечно, что хочется сказать об именно этом раунде. Есть определенные новшества именно в составах делегаций. В этом раунде делегацию Соединенных Штатов Америки возглавляла помощник заместителя госсекретаря США Саната Колтер. Это человек, который, являясь опытным дипломатом, сотрудником Госдепартамента, неплохо ориентируется в вопросах, которые связаны вообще вот с процессами на постсоветском пространстве. Она довольно опытный чиновник и, конечно, с большим интересом и с большой, я бы сказал, энергией начала вникать в процессы, в специфику вот именно Женевского переговорного процесса. Кроме того, новый сопредседатель от Организации Объединенных Наций. Это господин Халед Киари, опытный дипломат, очень опытный международный чиновник, который сразу же попытался также погрузиться в специфику, признавая, что у него нет опыта в работе в женевском формате. Ну, наша делегация его проинформировала в полном объеме о тех аргументах, о тех наработках, которыми мы обладаем на данном этапе, познакомили его с ретроспективой событий, с причинно-следственными связями, которые привели и к очень острым событиям, которые имели место в недалеком прошлом, и к тем аргументам, к тем планам, которые мы провозглашаем как единственно приемлемые.
К другим темам. По-прежнему в центре внимания Ближний Восток. Иран сообщил, что заминирует морские маршруты в Персидском заливе, если США приступят к наземной операции против Исламской Республики. Любая попытка противника посягнуть на иранское побережье или острова приведет к тому, что все морские пути и линии сообщения в Персидском заливе и вдоль побережья будут заминированы различными видами морских мин, включая плавающие мины. По московскому времени, то есть уже завтра, заканчивается срок 48-часового ультиматума Ирану, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома потребовал, чтобы Исламская Республика к указанному времени полностью разблокировала Ормузский пролив, пригрозив в противном случае атаковать иранские электростанции. В свою очередь, спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил, что если американцы это сделают, то Иран в ответ нанесет удары по энергетическим объектам во всем ближневосточном регионе. Чем больше громких заявлений по поводу Ирана звучит из Белого дома, тем очевиднее выглядит растерянность, которую испытывают США в отношении дальнейших действий. Всего несколько дней назад американский президент призывал Израиль не наносить удары по иранским энергетическим объектам, чтобы избежать ответной реакции по всему Персидскому заливу. Но в воскресенье Трамп внезапно предъявил ультиматум. Если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив для судоходства для всех стран без исключения, США будут бомбить иранские электростанции и начнут с самой крупной. Крупнейшей станцией в Иране остается атомная электростанция в Бушере, и экологические последствия ее разрушения выглядят катастрофичными. Реакция Ирана на угрозы была предсказуемой. Представитель военного командования сообщил об ответе по всем объектам энергетической и информационной инфраструктуры в регионе, принадлежащим США и Израилю, включая опреснительные установки. Поскольку доля американского капитала есть во многих расположенных на Ближнем Востоке предприятиях, вряд ли монархии Персидского залива могут в этой ситуации остаться вне игры. Демонстративная высылка иранских дипломатов, совершенная Саудовской Аравией и ранее Катаром, никакого влияния на военные планы Ирана точно не окажет. Скорее, это незначительный сопутствующий эффект в борьбе за выживание, которую ведет Тегеран. Журнал The Economist призывает мир готовиться к худшему. Американская операция «Слепая ярость» против Ирана ослабит Трампа. Это его разозлит. Предупреждаем, он очень плохо переносит поражение, считает издание. Но то, что на первый взгляд выглядит хаотичным набором угроз, заявлений и предупреждений со стороны Белого дома, может оказаться обоснованной стратегией, направленной на пересмотр сложившихся геополитических стереотипов. А противоречивые заявления Трампа отточенной частью плана управляемого хаоса, который президент США собирается оставить на Ближнем Востоке после вывода оттуда американских войск. Слова Трампа о том, что США очень близки к достижению своих целей и рассматривают возможность сворачивания масштабных военных усилий, не бравада, если принимать во внимание эти оценки в контексте второй части выступления американского лидера. В ней тот, в частности, объявил, что Ормузский пролив должен охраняться и контролироваться по мере необходимости другими странами, которые его используют, и США этого делать за них не станут. На этом фоне красноречиво выглядят цифры, которые привел оманский журналист Салем Аль-Джахури. Якобы Трамп предъявил счет странам Персидского залива. За продолжение войны против Ирана он потребовал $5 триллионов. Тогда как за прекращение войны с Ираном Трамп якобы просит только $2,5 триллиона. Подтверждения этой информации нет, но логика в такого рода шагах Белого дома присутствует. После завершения конфликта, который каждый день приводит к разрушениям энергетической и военной инфраструктуры в регионе, местным монархиям придется компенсировать расходы США на войну. Иначе никакой безопасности. Чем дольше продолжится конфликт, тем выше окажутся издержки. Рассуждать о сроках ухода США на покой преждевременно. Начавшееся обсуждение в команде Трампа конфигурации будущих мирных переговоров с Ираном, о чем пишет издание Axios, не означает реальных шагов в этом направлении. Напротив, Белый дом увеличивает масштабы хаоса. К берегам Ирана направлены 2 крупных подразделения, предназначенных для наземных операций. А глава Пентагона Пит Хексет стал первым в современной истории руководителем ведомства, который придал операции против Ирана религиозный характер, назвав ее священной войной. По сведениям New York Times, теперь авантюры в разных частях планеты министр войны объясняет
не просто банальной выгодой для Америки, а религиозным одобрением свыше, цитата. Как пишет Политика, Белый дом популяризирует войну с Ираном через соцсети, публикует ролики с американскими ударами, стилизованные под фильмы и видеоигры. Они, по данным администрации, только за первые 4 дня конфликта набрали более 3 миллиардов просмотров. Некоторые эксперты видят в неопределенности по поводу конфликта с Ираном, который демонстрирует Трамп, реализацию его новой доктрины для Ближнего Востока. Ее ключевой принцип – фактически отказ от части некогда озвученных в отношении Ирана американских целей, например, разгрома корпуса стражей исламской революции или уничтожения любого нового верховного лидера. Из публичной риторики Белого дома также пропали публичные призывы к иранскому народу совершить революцию и требования к Ирану вывести из страны все ядерные материалы. Вместо этого США, по словам Трампа, никогда не позволят Ирану даже приблизиться к ядерному потенциалу. Америка, объявил Трамп, всегда будет в положении, когда сможет быстро и эффективно реагировать на появление угроз со стороны Тегерана. Это означает готовность Пентагона нанести удар по Ирану, когда американские политики сочтут это нужным, и никаких гарантий безопасности. При этом мирного договора с Ираном администрация Трампа подписывать не станет. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.